Того было от озера Баслеева, а из того была из царства из Ефимьева. Это экспедиция про нематериальное культурное наследие. Наша задача вернуть былину на родину. Ну, вообще здесь, что не дом, наверное, то сказитель жил. Никакой богатырь там не проезживал. Будем обедать. И уснул у нас Константин. Вот он до сих пор спит. Ты убирай в камеру. А губахи? Это и есть бэха. А серебряными клювами целуются, а золотыми крыльями обымаются. Чё на Йортес, привет, дорогие друзья! Прямо сегодня, 26 июня, у меня вручение диплома. Но я не могу быть на торжественной части, потому что нужно отправляться в экспедицию. По плану у нас все намечено. Уже приехал мой друг Александр Александрович Маточкин, который собирал былины в 2010-2015 году. И вот в 2026 году он снова вернулся в Республику Коми, Устилимский район, село Замежное, деревня Боровская, деревня Загривочная, деревня Абрамовская, село Устильма. Все это места, которые мы обязательно должны посетить. Погнали! Итак, все, я переоделся. У нас загружен полный багажник вещей, смотрите. Рюкзачок оранжевый, кто хотел. Вот у нас тут еще для Сан Саныча есть место для рюкзачка. Там уже Томас. Мы выехали из Сыктывкара и держим курс на Шельюр. 7 часов дороги. Для вас это быстрая склейка за пару секунд. Но почувствуйте масштаб территории Республики Коми. Это 11 Швейцарий, или почти 2 Великобритании, или Германия вместе с Чехией. Огромная земля. И 7 часов здесь обычное дело. У нас компания единомышленников. И поедем колесить территорию Коми. Сохранять нематериальное культурное наследие. Но дорога, конечно, жесть. Камень. Вы слышали этот звук, да? Едем по дороге Ижма-Дьюр, которую вот не починят, вот никак. Машину, конечно, местные жители здесь точно портят. Вы посмотрите, как все трясется. Неприятно. Мне уже нужна такая машина, рамный внедорожник, чтобы можно было ехать в любую глушь и снимать видео о территории Коми. Смело спускаешься. Смело это как? Томас уехал на лодке с дедушками, с 2 дедушками. Счастливый человек, прадедушка и дедушка его забрали. А мы едем в Кабель, местечко так называется. Там нас ожидает паром. Ну как ожидает? У него есть расписание 6 часов, 8 часов, 9 часов. Это вечернее вот расписание. Мы на 6 часов не успеваем. Сейчас на часах 19:39. То есть у нас остается 20 минут до парома, 8-часового парома. Паром приехал, и мы на пароме будем только вдвоем, как я понял, 2 машины. Вот эта фура и вот Маша Шкода. А эта машина только выезжает. В общем, едем в Устильму. Ура! Ах, поставили без коней на легкой паром, побежали по речке Печоры мы, а кругом боски хорошие стоят бережка. Ах, и ждет и нас уже Устильма, матушка. Так я сказал. Нас в Устильме ожидает Константин Асташов. Он многие организационные моменты по нашей экспедиции взял на себя. Настало время, когда мы реализуем совместно проект «Экспедиция. Былины. Возвращение». Эй, здравствуй, дорогой!
Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. мои! Идите обниматься! Здравствуйте. Гостеприимная Устильма. Еще с порога не сошел, а на столе уже тарелка с розовыми ломтиками печорской семги. А потом выходят они, устилимские девушки, в парчевых сарафанах, и взгляд у них особенный. И когда начинается песня, та, что живет здесь, только в этих краях, ты замолкаешь, потому что понимаешь, вот оно, настоящее, живое, то, ради чего стоило проехать все эти сотни километров. Горка, главный летний праздник Устильмы. Огромный хоровод, который вьется над Печорой. Горка отмечается строго 12 июля. Весь день песня не смолкает, протекая из голоса в голос, соединяя в одном кругу и стар, и млад. И вот от этой песни и от круглого стола с семгой один шаг до былины. Ее пели в самой гуще жизни, за работой, за прялкой, в дальней дороге, долгими зимними вечерами. Наш идейный вдохновитель Александр Маточкин, Сан Саныч. В прошлом году он прошел по Нижней Печоре, по деревням Ненецкого автономного округа и спел 58 былин. Было снято 58 серий. Из той экспедиции выросла огромная книга «Былины Нижней Печоры». Свидетельство того, что русский эпос никуда не ушел. Он живет здесь и сейчас. Вот. Былины Нижней Печоры, что сделано? Собраны по-разному. Вот это исходники, тоже их взял. Завтра мы будем открывать вот эту книгу. Это Анчуков, подлинник, 904 года. Будем открывать ее. И вот, находим, смотри, вот наша деревня. Вот Чуркина, 4 былины. Замежная, 6 былин. Это все я выучил. Вот, тоже замежная, Тарас замежная. Аврамовская, 1 былина. Ну и вот, ну видишь, раскиданы по разным книгам. Для Нижней Печоры отсюда 5 былин, отсюда 18, еще из одной. Короче, получилось 58 былин из разных книг. И теперь первая книга, где былины Нижней Печоры в одном месте. Былины Пижмы пока нету. Это нам предстоит с тобой... Ну, в основном мне, но при твоем посредничестве. Ты нас возишь, и вот тогда это все получится. Все будет. Ну вот, что я делаю, смотри. Вот смотри, как издавались былины раньше. Открываешь, и вот так вот. Ты понимаешь, что происходит? То есть, сплошной текст. Видишь, 30 страниц, без разбиения. Теперь смотри, как удобно. На строфы разбиты. Вот, перемена темы. Отступ. Закончилась тема, двойной отступ. То есть все, ты логику видишь текста. И это проведено. Все ударения проставлены. Тогды, удалый, добрый, молодец. Все неправильные ударения проставлены тоже. Ну и самое главное, что все содержание, 11 тысяч строк, 26 часов, вот в этой флешечке, которую не достать. Я секрет покажу. Опа. Ты понимаешь? Они все здесь записаны. То есть ты каждую былину, скучно читать стало, ну-ка давай, пускай матушки мне споет, вставил, и я тебе вот этот текст. Полетела стрела, как лютая змея, она не пала ни на землю, ни на воду, разлетелась соловеюшку во правый шар, раздробила его всю буйную головушку. Ну интересно. Или вечерком не спится, поставил былину и через 5 минут... Дело сделал. Ставил, слушал. Да, уже проверил. Хорошо. От составителя. Вот. Но ты первый обладатель. Спасибо, дорогой друг, спасибо. Буду Это придачу еще хранить книжки от нашего проекта «Территория О, Коми». Еще чашечка. территория Коми, спасибо. Очень приятно. Будешь пить чай и читать былины. И в этом году с этого выпуска начинается наша совместная сказительская экспедиция по Пижме, по территории Коми. А началось все с горы Биштау под Пятигорском, куда мы с Сан Санычем поднимались по каменистой тропе. Мое дитятко сидит. Песня с Пижмы. Это Усть-Цилимский район, Республика Коми. Поем на Кавказских горах для Генри специально. Разговаривая о севере, о былинах, о том, что время уходит и надо успеть. И где-то там на полпути к вершине родилась идея, простая и ясная. Поехать вместе, объединив усилия. Мы едем туда,
где в 1902 году фольклористы записали 17 былин. И мы идем по следам Николая Евгеньевича Анчукова. Никто не знает, что нас ожидает в этой экспедиции, но мы знаем точно. Былины, записанные 120 лет назад, живы. Создана специальная группа «Былины Пижмы», где находятся наши видеоролики «Былины, рожденные на реке Пижма» и спетые от начала до конца. Я надеюсь, что вы посмотрите, вдохновитесь творчеством Александра Маточкина, и, может быть, среди наших зрителей найдутся восходящие новые сказители 21 века. Мы переправились на пароме, слава богу, на него мы успели. Каким-то чудом, но это приключение стоит кадров. Господь нас ведет такой дорогой. Да. Сан Саныч обувь чистил все утро. Потом пришлось машину толкать. Что меня чуть-чуть тревожит, это вот низкая посадка именно вот этой Шкоды. Но я смотрю, здесь вообще похожая машина стоит. Даже цвет такой же. Она как-то приехала сюда, проехала. Значит, наша машина проедет. Значит, наша машина точно проедет. Это наша первая остановка в поселке Синегорье Усть-Илимского района. Синегорье было известно своим замшевым заводом, он раньше так и назывался, просто замшевый завод. Он работал до недавнего времени, очень качественно выделывал кожу, а это местный туристический информационный центр. Жители сами за свои средства построили. Ну и так и туризм Республики Коми живет. Есть инициатор, вокруг него команда единомышленников, и они сами за свой счет что-то строят. Например, музей советских мотоциклов в селе Усть-Лопе Приузского района. Никита Шурмин, помните, я фильм недавно запускал. Он собрал более 50 штук советской мототехники. Очень интереснейший музей. И к нему едут со всей России. Вообще, куда ни ткни, по Республике Коми везде есть своя история, везде есть что-то интересное. Республика, она у нас уникальная тем, что совмещает в себя несколько климатических зон. Приполярный, полярный Урал, весь наш. Все в Республике Коми. Реки, болота, рыбалка у нас просто вот так вот можно показать. Потому что на Печоре, например, кинь удочку, за несколько секунд клюет. Вытаскиваешь там плотва, ясь. Территория Коми, где небо слилось с землей, где каждое мгновение, как первый поцелуй. Ты песня, что звучит в сердцах и в душах. Коми, ты вечная любовь, ты наша судьба. Этот дорожный знак схематично нам объясняет, рассказывает, какие населенные пункты нас ожидают. В каждой из этих деревень, я думаю, по былинке надо спеть. То есть это и есть та самая Пижма, очаг русского сказительства, яркий очаг, пускай небольшой, но яркий, известный. И вот наш легендарный Еремей Чупров, в нашей школе русского сказительства в деревне Бузаево есть даже дерево его памяти. Он именно отсюда, из Абрамовской, иногда говорят Боровской. Еремей Провович Чупров. Имя, которое вспоминают, когда речь заходит о пижемских былинах. Память о Еремее здесь до сих пор живет. А между тем, в начале 20 века это был человек, перед которым замирала вся деревня. Охотник на пушного зверя. Высокий, худощавый, суровым, строгим, волевым взглядом. Вот что вспоминают о нем современники. Еремей знает немного, всего 2 былины. Про Илью и про Бутмана. Но поет он их так, что в избе все замирает. Своеобразный напев, героические образы, встающие из былинного повествования – все это совершенно гипнотизирует аудиторию. И мы едем в деревню Абрамовская. Наша задача – спеть там былину про Старого и Сокольника, записанную с уст Еремея Прововича Чупрова. И совершенно случайно оказывается, что наш водитель лодки – внук Еремея. Вот, друзья, мы находимся в Аврамовской, знаменитая деревня. И вот был такой Николай Евгеньевич Анчуков в 1904 году. Он издал книгу по своей поездке. Он здесь был в апреле 1902 года. Вот его автограф тут есть.
А к вам последний кто сюда приезжал? Не С Москвы. Не съемка фильма была? Съемки снимали. Пранчукова. Почему про Сукова? Про деда у меня снимали. Ну, в общем, я в том фильме тоже снимался. Просто я только по Устильме ходил, тогда мы вот и познакомились с А, Костей. они сюда приезжали, да? А меня они сюда уже не взяли. Ага. Ну вот. Так что вот, наша встреча должна была в 23-м году состояться. Ну и вот, смотрите, где он записывал. Значит, он записывал в Чуркиной. Вот, Чуркино. В село Замежное записывал, Асташова Анкудина. Чуркина, что, деревню Чуркину? Да, деревня Чуркина. Ну, была, ее нету Чуркина. сейчас. Ее нету. О, Туда тоже поедем. давно нету. Тоже хотим добраться. Там много деревень уже нету, наверное. Ну, где не живут уже люди. Ни Верховская, ни Чуркинская, ни... Чуркина написано. А Тут у него кто-то только называет Чуркинская. Да. Как его? Ну, там эти, кто оттуда выше под деревням, те лучше знают, чем... Деревня Аврамовская. Он Да, тут да. записал Чупрова Василия Аврамовича. И в деревне Боровой тоже Асташову Анну Денисовну. Асташову. Деревня Боровой. Да, вот Боровской. видите, как он называет? Там Чуркина, здесь Боровая. Ну, у него написано, я читаю. Я читаю. А вы говорите сейчас Боровская. Боровская. Вот видишь, как? Боровская, да. Вот. Да, это да. А здесь, смотрите, вот это. Вот это Еремей. Клима, Еремей, это, не помню. Яков. У деда. Этот Яков. Это Яков, да. Это Клима. А вот это, как говорится, вот наш род 4. А это, он родня, но он уже не близкий. Вот 3 брата, вот сын Еремея, Иларион. Он Малафей Иванович. Малафей Иванович, да. Вот, Иларион воевал в Великую Отечественную. Иларион, Зиновей воевали 2 сына. 3 сына, 1 погиб, а 2 вернулись. Значит, и вот теперь от Еремея ведем, вы ему говорите внук, да? Да. А вот, сын вы чей? Анатолий Еремеевич. Анатолий. У У Еремова деда было сколько 10 детей. 10 А детей? мой отец самый младший. Сколько сыновей было? Сыновей Иларион. Вот он здесь Иларион, Зиновей, дядя Павел, дядя Павел, папа 4, есть. Как его звали? Анатолий. То есть вы Олег Анатольевич. Олег Анатолий, да. Анатолий. Так, 4. И Евтифей, он погиб в Великой Отечественной войне. Евтифей? Евтифей. Да, Да, то есть погиб. 5 сыновей 5 было. сыновей, 5 дочерей. И 5, как? Ровно. Да. Вот у меня так не получилось. Не, у них детей-то больше было, просто поумирали в Я молодости, это наемано. Как его? У меня 2 сына и 6 дочерей, видишь, несимметрично. Вот былинчик надо... Вы еще молодые. 48 годков. Но мне 60 в этом году уже будет. Вот видишь. Я вот самый младший, получается, со всего рода. Самый младший. Вот сейчас перевозил на пароме высокий. Вот Витя, брат мой двоюродный, это у дяди Павела. Вот, одну экспедицию мы сюда... То есть мы 3-й, да, кто сюда добрались? Ну да, я привозил двоих. Вот, вторую выяснили, это фильм. А первый кто была? Женщина умерла, а на Суцильме они были. Вот доски развешивали везде, по всей Боровской Кто приезжали. это мог быть? А не помните, как звать? Не помню. Там много Доски народу. развешивали, Там много в смысле памятные какие-то, да? памятные доски, да. Ну вот у деда висит сейчас. Я смотрю за ней. Сейчас Другие есть доска есть тут? Конечно. О. Крест стоял. Я снимаю ее в это. Там, Как где его? крест стоял, да? Где? Не. Нет, на доме Боровской на доме. Боровской. Вот надо. этот дом дед перевезли отсюда на лошадях. Да. Да. Дом Еремея Провича? Да. Он сейчас стоит, он Да, сохранился. но я в нем живу. Я за ним и смотрю ее. Он в 76 году умер. Мне было 10 лет. А дом в каком году перевели? Не знаю. Там только... Но не при вас. Дому было... Позапрошлый год мы отмечали 100 лет дому. Там на Паровце вырублено 24-й год. Вот, Это, а 100 лет было. Перевозили не при вас? Нет. Ну, я маленький был. До вас, да? Нет, они перевезли, и я родился в Боровской. Вот. Потому что в этом доме только жил мой папа и тетя Дуня, как говорится. Я к чему веду? А остальные все по всей России жили. Вот Дети-то. эти фотографии 64-го года. Ага. Это тот дом, его или уже не его? Смотрите, вот он стоит. А теперь я вам покажу, вот человек тут был в 64-м году. Вот. И он пришел. Вы были среди тех детей? Он говорит, я подошел к Еремею. Он тут... Я 66-го года. Он говорит, набилась целая вот горница. Это было в Абрамовской. В Абрамовской.
горницы детей. И он говорит, он тут не жил, но приезжал на покос. Откуда приезжал? С Боровской. С Боровской. Да, Он да. уже там жил. Вот да? мы там наверх ходили и косили там. Я говорю, ходили вот. Вот видишь, Старый да малый. Так что вот. Шире, нет, дом пошире это. Нет, к сожалению, вот только угол, да. Только угол, да. У деда 2 дома. Еще старый есть там дом. А, Где дядя Павел был. Они пока старый перевезли, а этот новый срубленный был дом. И вот они его он был здесь. смотрите, друзья, все сейчас будем искать дом. Это- Белое окошко должно быть. И Бело. видишь, Ну, сейчас вниз- раньше все были белые окошки. Да? У меня еще сохранились несколько рам на дому. Вот этих, остальные пластиковые я поменял. В 1964 году на Пижму приехал фотограф Михаил Исаевич Мильчик. Он был один из немногих, кто снимал тогда на цветную пленку и, пожалуй, единственный, кто добрался в эти глухие деревни. Мильчик сделал цветные фотопортреты Еремея Прововича Чупрова. Те самые, благодаря которым мы сегодня можем увидеть лицо Блинчика не в черно-белой дымке, а в живых, теплых тонах. Кроме портретов он снял и другие слайды с реки Пижма. Избы вдоль воды, рыбацкие лодки на берегу, женщины в сарафанах. Мы долго вглядывались в одну фотографию, выискивая приметы, изгиб берега, линию горизонта, очертания холмов на заднем плане, чтобы найти то самое место, откуда Мильчик смотрел на Пижму в 64-м. И мы нашли почти тот же ракурс. Здесь мы решили записать первую былину нашей сказительской экспедиции – Старой и Сокольник. Чорной вожлоки не пробегивал, не есен соколи не пролетывал, не сизой орелы не пропархивал, не роськой богатырь не прояждивал. Ах, живот на заставы 15 лет, 30 было богатырей со богатырем. Отоману їх Илья Муровец, под отоманью Самсуни Колыбанович. Есте жил Добрыня, там и Китин сын. Дождь нес свои коррективы. Планы пришлось менять на ходу, но мы все равно сделали это. В деревне Абрамовская, на той земле, где когда-то жил и пел Еремей. И спустя 125 лет былина снова прозвучала, почти с того же ракурса, что и на слайдах, словно замкнутый круг. Только вместо Еремея теперь поет Сан Саныч, а вместо цветной пленки работает наша камера. Но суть та же. Былина никуда не ушла. Она здесь. Она жива. Вот он, тот самый дом Еремея, который перевезли из Абрамовской в Боровскую. И мы сейчас будем гостить в этом доме. Настроение тяжелое. Вот. Экспедиция началась сурово. Вот. Мы все мокрые, мы все холодные, уставшие. В общем, надо немножко восстановиться, чтобы продолжить работу. Да, надеюсь, это нам удастся сейчас сделать. Родственники Еремея с гордостью нам показывали его вещи, которые они бережно хранят и пользуются. Вот так. Человека уже давно нет, а его утварь, мебель, лыжи до сих пор нужны в современном быту. Ну, это ж надежнее будет, правильно? Нежели приделывать. Да. Ну, правда, работы-то сколько? Это ж выбрать все Так надо. а что раньше ведь ничего не было? Вот что сохранилось, я все храню. Это у деда. Вот лыжа одна осталась. Я еще ходил в них. Вот это еще дедушка делал сам эти. А вот это я уже поменял новые. Это. А вот это его на. Вот. Вот это все еще он делал. Мы приехали в деревню Абрамовская. Слово зла слова, и выяснилось, что проводник, который нас привез на лодке в эту деревню, потомок Еремея Прововича Чупрова, известнейшего сказителя Усть-Илимской земли. А потом еще он рассказал, что живет в доме, который построил Еремей Провович. Этот дом стоял сначала в Абрамовской, потом ее на лошадях перевезли в Боровскую, и теперь в Боровской он красит село. Причем этот дом очень крепкий, крепче новых.
А ему больше 100 лет, между прочим. Вот раньше наши предки строили на века. Мы прошлись по селу. И знаете, очень сильно удивились тому, что все дома, где жили сказители, подписаны. Хочу выразить в проекте «Территория Коми» благодарность всем, кто принимал участие в сохранении памяти о сказителях. И от нашего проекта, у нас проект «Территория Коми», мы снимаем фильмы о республике. Вот такую кружечку подарить на память. Друзья, я на аттракционах такую же эмоцию испытываю. Мне так страшно. У меня голова кругом. Мы плывем по реке и сами сидим в машине, в капсуле, можно сказать. Да-да, водить. Спасибо! Мы в лесу ищем кладбище. Если мы найдем могилку Еремеева Чупрова, это будет означать, что экспедиция удалась. А лес такой колоритный, стариной пахнет. Вот оно, кладбище. Кладбище видно. Еремей Чупров оставил наследие в виде блин, который он сказывал в Абрамовской и Боровской. Похоронен за рекой от Боровской. О нем помнят, к нему приходят. Не зарастет народная тропа. Не туман видит, поле колыбается. Видит, ездит богатырь, забавляется. Он кверху то стрелочку постреливает, на сырую землю стрелку не упадет. Былину, которую вы слышите, специально для нашего фильма исполняет один из старейших печорских сказителей Еремей Прович Чупров. Вторая сказительская на Пижме находится у могилки Еремея Провича Чупрова. Вот за рекой находится Боровская, где он жил последние годы жизни. В Аврамовской сегодня были. И вот достигли одной из целей нашей экспедиции. Сегодня пели его напевами былины, Старого и Сокольника знаменитого. Рядом супруга Парася, тоже она ему подпевала, пела былины. Можно сказать, тоже сказительница. В этом выпуске, дорогие друзья, мы с вами вместе начали изучать новый уголок территории Коми – Усть-Цильму, речку Пижма. Мы с вами побывали в доме известнейшего, мудрейшего сказителя. Мы нашли могилку Еремея Прововича Чупрова. Хочу сказать, завыжидайте. Огромное спасибо всем, благодаря кому состоялась эта экспедиция. Список дарителей вы можете увидеть на экране. Мы отправляемся дальше. В следующих выпусках с вами побываем в Замежной, Скитской, даже по реке Пижма отправимся на скалы. Будет очень интересно. Также хотим сказать, что с этого выпуска начинаем сбор на новую экспедицию по реке Цильма Усть-Цилимского района, которая состоится в сентябре 2026 года. Будем рады любой сумме. Путешествуйте сами. Путешествуйте с нами, любите территорию Коми, ведь каждый уголок республики исцеляет. Каждый уголок Коми-края имеет свою необыкновенную историю, о которой мы расскажем в следующих выпусках.